Так, утро. Утро нашего дня. Утро второго дня, да. Время 7 утра. Да, хватит. Сейчас сальцом поедим. Зубы почистим. Утренний рацион. Ночь была тяжелая. Боевая. Да, боролись с печкой. С холодом. Так, сегодня сейчас мы поедем проверять доночки. Посмотрим, что там у нас за ночь попалось. И будем дальше бурить новые места, искать, где у нас килограммовый хариус стоит. Килограммового вчера даже за полкило не поймали ни одного. Грамм по 350. Есть такие. Большого хариуса ни одного не было. Будем искать. Да. Нету? О, Бычок. это под каменчик. Ну, бычок под камешек. Красную книгу. Да, красная книга. Под каменчик, вот он не дал хариусу съесть. Так, будем сейчас вытаскивать тут. Да, вырывай его. Не надо. Откуда даю? Ну, конечно. Это красная книга. Вон еще не сильно. А червяка не будет жить, да? Да пускай, наверное, там. Ну что, тут он уже его. С червяком, да, надо оставить его. Давай, давай, что сделаешь? Самое уловистое. Ну и смысл не надо их, не знаю, может их убрать вообще. Ничего себе, пусто. А самое уловистое вчера было. Да. Вот тебе и... А сколько времени тратится? Они что-то тоже налим. О, налим. Налим. Такой налим попадается. Надо точно отпустить. Ну, надо попробовать как-то сейчас его вытащить. А сейчас у тебя крючочки. Легонечко, да? Крючочки маленькие. Налим. Это да. Пусто, да? Непонятно. Есть, да? Нет. Ужас. Столько времени потратили. Да. Мы на удочках пройдемся, наберем здесь. Ну, сейчас пробудемся. На донки рыба клевать не хотела. Я думал, вообще полное все будет, потому что рыбы столько... Ведро рыбы было поймано. И он вообще не клюнул. Как такое может быть? Ноль. Ни одного хариуса, бычок. Тоже сбито. Сбито? Ну, поймаем его. Все. Сматываем, не будем тратить время. День второй. Да, я снимаю, говорю. Самая
Простояла всю ночь, вечер. Донка на червя, ни поклевки. Первый маленький, который пойдет домой. И кого-нибудь позовет. Вот он. Рыба есть. Клюет нехотя. Взяли сегодня полотенчика, не забыли. Руки протерли. Вот он. Красавчик. Ну, ищем килограммового. Вот он, хороший. О, кушает опять. Вываливается с него. Кормится и сегодня он. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Саша ловит. О, кабанчика. Настроение поднимается. Вот это рыбалка, да? Никого нету. Ах ты. Вот он, вот он, вот он. Ух, на мушку. На короеда. Не он ко мне пришел, это я к нему пришел. Я же хожу. Меняем место дислокации. Сутки шел снег, вода начинает выступать. Все, выскочили. Так, притормози, посмотрим, что у нас с вещами. Держи. Не, нормально? Все хорошо с вещами, садись. Первый раз. Сколько она на этой реке. За все время, второй день уже пошел. Пробурено лунок. Больше 200 ножей одни. Просто шикардос, конечно. Везде 20-30 лунок. Буришь, обуриваешь. Минут 5-7. Быстро очень. Фу. Погода классная. Фу. Будем пробовать ловить. Вот перед нами совсем не прошел лосик. Свежачок прям. Кормится. Нас слышит. Ищем новые места. Ух ты, вот он. О. Крупняк. Крупнячок.
Ух ты. Эх, сорвался еще один. Надо дальше бурить. Новые места есть всегда. Новые места всегда есть, новые места, говорю. Какой-то здоровенный клюет такой прям. Натяжка такая. Ух ты, вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Ну как здоровенный. Двухсоточка. Не знаю, когда будет здоровенный. Что он будет вытворять. Можно еще раз опустить. Давай, давай, пускай, конечно. Смотри, у меня не клюет нифига. Видишь, на красную работает. Так не бежит, наверное. Ну, хороший такой. Хорезочек. Да, клюет. Ну, если он есть, он берет сразу, можно сказать, так. Видишь, он сорвался, сейчас подошли, клюнул. Да. И наверняка так берет, да, прямо раз, придавил. А вот здесь сорвался же, да, у меня? Да, вот здесь сорвался же. Все, сорвался, одного я вытащил. Ага. То у меня вот этот сорвался, я перешел туда. Видишь, сейчас вот прошел. Угу. Пообедаем чуть-чуть. Время обеда. Встретили знакомых ребят на реке и решили пообедать. И вот Роман вскрывает банку пальцами и всеми возможными способами. Молодчина просто. Красавчик. Ну все, вскрыл уже сам. Да не надо. Нож. Зови Саныча, дядю. Санычу крикни. Какого? Вон старенький. Гадя! Гадя. Петрович, хреново! Ребята с собой привезли финскую свечу. Очень удобная вещь для разогрева пищи и вообще так для костра. Прям шедевр, можно сказать. Кто ее придумал. Финская свеча в виде костра. Хорошая компания, природа, рыба клюет. Что еще нужно человеку, который влюблен в тайгу и в наши прекрасные края? Просто Поехали. шедевр. Дальше ловить. Начинает примораживать. Лунки здесь затянуло. Мель. Мы выходим на мель с вами. Хороший клюнул, сорвался. Классный был харюс. Где глубина? Все. Классная катушка с Алиэкспресс. У нас в России таких я вообще не видел. Может где-то есть, но на сайтах нигде не видел. Стоит около 270, ну, около до 300 рублей. Есть фиксатор у нее. Ух ты! Ой, это мелочь. Что ж он там берет прям на главную такую мормышку? На блесну, можно сказать. В чем плюс этой просто универсальная такая барабанчик? Смотрите, фиксатор стоит здесь, можно фиксировать стопор. Стопор стоит здесь и стопор стоит пальцем.
То есть, когда крупная поклевка, можно ему сделать и фрикцион. Можно сделать фрикцион в каком плане? В плане того, что можно сильно не затягивать вот это звезду эту. И помогать можно пальцем. Вот фиксатор пальца. Я таких просто, вот есть такие без вот этого фиксатора, который там тормозит туда или обратно, как у обычных катушек. А здесь он вот это делает. Здесь фиксируется, еще и пальцем можно, это просто супер. И плюс такая удочка, ребят, это, ну, это шедевр просто. 1000 рублей. И, ребята, вы кайфуете. Вот сейчас я первый раз ее приобрел, снарядил, я с ней просто кайфую. Такую же катушку я встретил в городе Киров за 456 рублей. Опа-на. Руки мерзнут. Надо греться. В общем, не даю даже нормально опуститься. Сразу клюет. Только засунул. То есть, или окунул. А, все, потому что сработалось. Или что он, за что он взялся-то, не пойму. Ребята, я вижу первый раз такое, что он перехлестнулся. Ничего себе. Перехлестнулся под водой леской с жабрами. Блин, как ты вылез-то у меня, господи, вот он. Вот такого я еще, конечно, за свою жизнь так не ловил. Перехлестнулся леской, подсек его как-то. Ну, прям. Неужели столько много тебя здесь? Ага, поклевка. Ух ты, ну это мелкий. Блин, мелкий клюет вот на такую большую мормышку. Как такое может быть? Как ты можешь пойматься на такую большую мормышку? Идем дальше. Клюет, тюкает, тык-тык-тык-тык. Там стоит мушка и торпеда. Вот он, не знаю, что он опять тыкнул. Ну, на торпеду он весь кровит через одного, но клюет. Ладно, мы заберем тебя в любом случае. Попозже. Прям рыбалка шикарная, конечно, сегодня. Хочется экземпляр хотя бы на полкило, которого нет. Хотя хариус крупный. Очень удивительно. Хотя еще не вечер. Течение. Угу. Встала. Давайте побьем. В чем прикол этой катушки? Сделали освобождение на свободный спуск. Все, и если большая у вас блесна или мормышка там или что-то у вас, и он опустилась у вас, или джиг опустилась, не надо там кивком там этим дергать, искать глубину. Все, барабанчик остановился, катушечка. Все, глубина на месте. Обалденно, просто первый раз не ловлю. Шикарно. Шикардос, шикардос. Удар был там. Рыба крупная должна стоять, но она так постоянно не клюет. Сантиметров 50. Дно и лед.
Есть ли рыба, вопрос на этом участке. Смотрите, везде было меньше и меньше, но эпицентр там. Но бывает, как обычно, крупный не дает. Вот смотрите, вот здесь сужение, берег, елка, лиственница вернее. И вот он не дает мелочи всякой разной. То есть, ну, отгоняет от кормовой базы, отгоняет других соплеменников помладше. Ну, то есть, кто служил, знает, что это дедовщина, в общем. Самая кормушка у него вот он, вот удар пошел, удар, смотрите. Сейчас, это, вот он, вот этот хороший, вот. Вот он, ну как хороший. Вот такой вот. Ну, бессовестный какой. Не позер, ладно. Так, закинем дальше. Это выход с ямы. Сколько будет их? Один он, ну обычно стоит крупный здесь. Чуть поменьше, на грамм 10, наверное. Зачетные. Все за 28 сантиметров. Сегодня отпустил, наверное, штук, ну, с десяток. Поменьше. Ребята, отпускайте мелкого харюза. Блин, ну, в любом случае на этой реке наловите. Пускайте, пускай он не рестится, пускай возрастает, растет. Популяцию ему нужно помогать ему в популяции. Тоже мы сейчас едем. Лося столько много. Сколько лося. Ну, это здорово, когда есть лоси. А не люди лоси. Стреляют. Ох ты, удар какой был, ребята. Ну это ворон. Клюет. Давай. Не вытащу его. 2 раза клюнул. Что-то настораживает. Ну-ка, давайте-ка мы ему добавим. Ну сейчас парашу добавим ему. Может и возьмет. Мель здесь. Бывает крупный здесь стоит. Вот он. Вот он на мели. Сантиметров 10. Цепляется мушка. А он стоит на мели. Вроде бы не закинуть уже никак. Да как никак? Было бы желание. Где он? Вот она. Вон-ка где. Бывает, с мели прям выходит он. Все, мель. Глубины нет, ну там 10 сантиметров. Хотел чай попить. Забросил, где не клювало, когда пробурил. Время уже. Думал хоть пару штук поймать. Только закинул, вот уже пару штук. Даже чая не глотнул. Удар.
Вечерний выход. Сейчас будет смеркаться уже. Вот он. Вот он. Под вечер берет на мушку. Вот даже второй именно на мушку берет. Под вечер это уже смеркается. Четвертый час. Собираю. Смотрите. Удочку поставил. Загинает. Заглотил, что ли. Прям, смотрите, гнет ее. Прям. Ну, заглотил, наверное. О, да. О, ничего себе. Вот он. И отцепился сразу. Вы что, господа, уже темно почти, а вы все клюете, что ли? О чем это говорит? О том, что вечерний клев и зимой никто не отменял. Подходил, не клювал, а только что заклювал. Я никогда такого не видел. Сел глухарь. Вон он, глухарь. Вот сидит. Он сейчас будет падать в лунку. Вот он, глухарь. Заповедник просто. А вот он сидит. Пожалуйста, классно. Сейчас летит. У меня брат Славик такует по глухариному. Все, он услыхал звук. Так. Ай! Ай! Хоп! И улетает, смотрите. Не понимает, куда звук идет. Ай! Вот он. Эч! Даже не улетает. Эй! Это не глухарь, как глухарь. Эй! А ну улетай давай быстрее уже! А ну улетай быстрей! Не поймет, почему вот собаки лают и... Ну вот он стоит, она не глухарь, это глухарь. Или сумерки дают о себе знать. Ап! Когда ружье есть, такого не видать. О, все, улетел. О, еще был второй. Ну что, ребят, вот такие вот заповедные места. Все в Лосее. Ну, такого же глухари. Кстати, вот орал, кричал. Думаю, что не срывается. Он был не один. Был, ну, второй глухарь был. Его не видно было. Взлетели. То есть вот этот глухарь улетел, и просто за ним следующий. Не видал его. Чисто крылья. Ну, прям красотища.
вечер второй. Сварили яйца. Сейчас идем укладывать снегоходы. Снега закрывать. Закрываем. Все. Вот мне Саша с Нижнего Новгорода говорит: Виталик, ты хотя бы что-нибудь, одну рыбалку снимаешь. Ты хоть покажи быт, чем вы занимаетесь, помимо рыбалки. Саш, чем занимаемся? Шьем в избе. Чем еще можем заниматься? Да. Вот прям вот зашиваем всякие вот такие вот моменты. Не домой же это все нести. Как-то вот так. Не пьем же? Да. Не пьем. Да.